В августе 2011 года правительством Таджикистана был принят закон об ответственности родителей за обучение и воспитание детей. На протяжении почти десятилетнего существования в закон периодически вносились поправки. По этому закону родители могут быть наказаны, например, за то, что они оставили ребенка без присмотра, за то, что их несовершеннолетние дети пошли в мечеть, или даже за то, что отправили детей в школу с мобильным телефоном или планшетом. Радио Зади попыталась разобрать, насколько эффективным оказалось принятие такого рода закона, побеседовав со сторонниками и критиками этого закона. Авторы считают этот закон очень важным для воспитания ребенка, как развитую духовно и грамотную личность. Например, председатель комитета Маджлиси Намаяндагон по науке, образованию, культуре и молодежной политике Насиба Содики сообщила радио Азади, что родители из-за боязни крупных штрафов и уголовной ответственности стараются как можно эффективнее исполнять требования закона. Опыт показывает, что сами жители поддерживают этот закон, и теперь в результате реализации этого закона ответственность за воспитание детей возложена и на них, а не только полностью на школу и преподавателей, отметила чиновник. Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов считает, что этот закон не может и не должен детально регулировать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием подрастающего поколения. И без этого родители знают свои задачи и миссию в воспитании детей. Это восходит к нашим многовековым традициям. Однако, возможно, что в некоторых случаях плохое поведение детей может быть вызвано социально-экономическими и культурными факторами. Тогда для таких случаев есть Уголовный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях. Но мы вновь и вновь принимаем законы, которые на самом деле неэффективны, отмечает ученый. За нарушение закона об ответственности родителей за обучение и воспитание детей предусмотрены штрафы для родителей в размере 120 самани. Власти заявляют, что в 2020 году судами было рассмотрено свыше 13 тысяч дел об ответственности родителей. Почти 6 тысяч граждан получили предупреждения, а еще 7,2 тысячи оплатили штрафы в размере 1,1 миллиона самани, 96 тысяч долларов. Редакция Хабархо попросила прокомментировать ситуацию с данным законом Шакирхона Дамулло из Душанбе. дар маҷмӯъ барои ҳеҷ як сокини Тоҷикистон пӯшида нест. Вообще ни для кого из жителей Таджикистана не является секретом, что цель принятия закона об ответственности родителей за обучение и воспитание детей – это противодействие исламскому возрождению в нашем народе. В силу того, что изначально закон принимался в спешном порядке, поэтому в него периодически вносились поправки. В первую очередь, этот закон был направлен на то, чтобы воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и национализма. Данный закон запретил детям до 18 лет посещать мечети и получать религиозное образование, и это дало свои результаты. В несколько раз возросла преступность среди молодого поколения, чей духовный и интеллектуальный вакуум быстро заполнили западные ценности. Наши дети стали похожими на русских, считает Домулло. фарзандони мо мисли русҳо шуданд. 120 сомона бирова. 220 сомона бирова. Ами симкати кашидим, дистшибдаги ам пуло ахи дағалти. Баъд симкати кашидим ва харидим корчакати задура.